Добрый вечер. Сразу представлю нашего гостя. Сегодня у нас в гостях в нашей студии Амра Коранзия, министр финансов. И, конечно же, речь пойдет у нас, уважаемые телезрители, о деньгах, о наших деньгах. Собственно говоря, речь пойдет о бюджете. Вот, знаете, Амра, конечно, самый первый вопрос такой будет общего характера. Вы знаете, сейчас, когда идет разговор о деньгах, разговор идет о бюджете, о доходной, о расходной части бюджета, вот этот бюджет, он с одной стороны подвергается критике, такой, с другой стороны говорят, что он как бы вот идет по нарастающей, есть у него какие-то свои преимущества. Вот такая вот реальная картина в общем, если можно говорить, можно сказать. В общем, какова реальная картина вообще вот по бюджету? Ну, а то, что касается бюджета, в первую очередь, наверное, интересуют вопросы доходной части бюджета, потому что именно они гарантируют исполнение наших обязательств, расходных обязательств. И, на мой взгляд, важно говорить именно о собственной доходной части бюджета, тот ресурс, которым мы располагаем, как бы абстрагируясь уже это от... те деньги, которые мы добываем. Это сами. Наши собственные доходы, которые мы сами зарабатываем. И здесь, безусловно, наметилась положительная тенденция с 2015 года. И эта динамика продолжается и в 2016 году. Уже подведены предварительные показатели по первому кварталу. Они показывают, что, в общем-то, рост бюджета сохраняется. Но действительно, есть отдельная критика. Да. Но еще раз я хочу сказать, в 2015 году существенно повышена доходная часть бюджета. Мы, когда формировали бюджет 2015 года, заложили рост порядка 9%, а в конечном итоге исполнение показало, что рост составил уже 23%. И та инфляция, о которой так часто говорят, сравнивая рост доходной части бюджета с той инфляцией, которая фактически складывается. Вот рост, который доходной части бюджета был, 23%, еще раз я говорю, в 2015 году, он значительно превысил коэффициенты инфляции. Если говорить о предыдущих годах, то рост бюджета из года в год только нивелировал инфляционные последствия, то есть только покрывал ту инфляцию, которая то есть сейчас была. Можно сказать о том, что есть такая вот положительная динамика, и она по своему росту отличается от того, что было год назад. Она отличается по своему росту, то, что, естественно, то, что было и год назад, и то, что было задолго до этого. Задолго потом уже забыли. На самом деле, вообще очень показательным был 2010 год. Почему он является показательным? Потому что мы получаем дополнительную финансовую помощь с Российской Федерацией. В том числе эта финансовая помощь предназначена и поступает в качестве бюджетных инвестиций, то есть на капитальные вложения, строительство детских садов и так далее. Естественно, та финансовая помощь, которая поступает, она в том числе в виде налогов уходит в собственную доходную часть бюджета. Вот почему, показательным вообще является 2010 год, потому что в части инвестпрограммы доходы по инвестпрограмме в 2010 году были такими же практически, как и в 2015 году. Но если мы начнем сравнивать собственные доходы 2015 и 2010 года, то рост составляет 3/4, это порядка 75%, то есть плюсом 1 миллиард 700 рублей. Ну, это очень существенный прогресс, на мой взгляд. Это очень существенно. Вот тут очень интересно узнать, знаете, а каковы источники этого роста вообще? Если мы вот сейчас, вот я еще раз говорю, тенденция в 2016 году сохраняется, мы по сравнению с 2015 годом в 2016 году в первом квартале также показали рост, он составил, приближается к 40% этот рост. Это тоже, на мой взгляд, хороший показатель. И сам бюджет 2016 года, который по плановым показателям был утвержден, он отличается тоже существенно от бюджета 2015 года. И рост порядка 63%. Это очень большой показатель. Но в 2016 году мы
начали использовать фискальную функцию, чуть-чуть как бы повышать налоговое бремя. В 2015 году этого не было. Значит, те дополнительные доходы, которые мы получили в 2015 году, они в значительной степени складывались за счет хорошего администрирования налогов. То есть это не дополнительная налогооблагаемая база появилась, по сути дела. Вернее, действительно появилась дополнительная налогооблагаемая база, но за счет того, что, в общем-то, раньше, по всей видимости, был высокий уход. Ну, то есть сейчас вся надежда на то, что бюджет и наша доходная часть, он будет увеличиваться, она, виднее, будет увеличиваться от того, как будет работать налоговая служба. 2015 год это показало. От того, как работают фискальные органы, налоговая служба и таможенные органы, все-таки зависит пополняемость бюджета. Да, ну вот вообще это, знаете, как-то касается уже, скорее всего, и темы реформирования, того, что происходит вот в реформе, в том числе и по финансам тоже. Но я бы, знаете, с чего хотел еще начать? Вот с 2012 года, я вот отметил, посмотрел там в интернете, была отменена экспортная пошлина на вывоз сельхозпродукции. Вот знаете, интересно, был ли эффект вообще от этой пошлины на экспорт? И в частности, может быть, и о мандаринах тоже можно будет сказать. И вообще, как это отразилось в бюджете? Знаете, мы на самом деле в правительстве долго и много раз обсуждали этот вопрос, в том числе со специалистами таможенных органов, потому что именно они администрируют этот вид платежа. Обсуждали мы его тогда, когда вводили пошлину на орех. Вообще, какой может быть эффект и какие могут быть последствия. Анализировали статистику, которую мы имеем, и статистика показала, что отмена таможенной пошлины экспортной пошлины на вывозимую сельхозпродукцию в 2012 году, она, по сути дела, не влияет на объем вывозимой продукции. Почему? Потому что объем вывозимой продукции, все-таки на объем вывозимой продукции в первую очередь влияет, урожайным был год или нет. Какой объем, да, от количества солнечных погод, благоприятных природных условий, по сути дела. И вообще, в конечном итоге, бюджет на самом деле на этом потерял. Если считать с 2012 года, мы в результате отмены экспортных пошлин потеряли порядка 100 миллионов рублей. А теперь, значит, это образовалась как бы какая-то, извините за грубое слово, дыра в бюджете, и чем-то ее нужно закрывать. Какие по этому поводу принимаются тогда меры, и что вообще происходит в таких случаях? Ну, в таких случаях, конечно, во-первых, в 2015 году еще нужно вспомнить, что был введен режим беспошлинной торговли с Российской Федерацией. И здесь тоже было значительное выпадение таможенных пошлин. Конечно, государство всегда думает о том, каким образом можно возместить эти расходы, но чаще всего принимаются такие фискальные меры, вводятся дополнительные налоги или пошлины, обязательные платежи. Ну вот я вот затронул непосредственно эту часть, касающуюся главного нашего продукта, который идет на экспорт, это мандарин. Какая вообще как это отражается на нашем бюджете, что там поступает? Что там есть доходного в этом смысле? Есть какие-то такие вдохновляющие цифры? Пошлины, я еще раз говорю, что, во-первых, если мы говорим об экспортной пошлине, то сегодня ее не существует, и мы по этой пошлине ничего не получаем. Единственное, если это мы получаем в виде налога на прибыль, и не более того. Суммы здесь незначительные на самом деле. Понятно. Да, здесь сельхозпроизводитель находится в очень таких тепличных условиях, на самом деле. Для него созданы все условия. Ну, производитель, для наверное, развития. Это ценит. Надеюсь, что И ценит. это как-то влияет, на развитие?
Но на самом деле, вот если говорить вообще об экономике, то это такой сложный, подвижный механизм, который, в общем-то, экономика формируется под воздействием огромного количества факторов. Одни факторы возникают и развиваются хаотично, другие факторы имеют определенную тенденцию и закономерности. Наша главная задача — научиться, на самом деле, оценивать последствия правильно от воздействия тех или иных факторов. В отдельных случаях мы используем мировой опыт. Мы на него часто ориентируемся, когда принимаем те или иные решения в правительстве. И вот здесь, в частности, интересен вопрос с НДС, когда мы обсуждали вопрос по НДС, нужно, не нужно его вводить. Самые большие опасения заключались в том, введение ввозного НДС, как отразится на изменении цен, увеличатся цены или нет. Мировая практика, в общем-то, пока в мировой практике этот, не мы придумали, по сути дела, да, этот налог. Плагиат, конечно, его этот налог успешно используется в практике различных стран, никаких нареканий ни со стороны бизнеса и, собственно, граждан нет. Но удивительно в нашей ситуации история, что основные возмущения последовали от профессионального сообщества, бизнес-сообщества. Граждане определенную выраженную позицию это не высказывали. А почему вот именно так произошло? Ну вот для меня на самом деле немного это странно. Ведь мы сегодня уже взимание самого НДС, ввозного НДС, закон вступил в силу, показало, что на самом деле цена и НДС не связаны между собой. Вообще цена и налогообложение не сильно связаны между собой. Вот простой пример для того, чтобы вы понимали, да, потребители и граждане. Изначально НДС, от НДС всегда освобождался и продолжают освобождаться продовольственные товары, продуктовые товары, в том числе товары первого потребления, сахар, мука и так далее. На них НДС нет, но цены на них растут. В дальнейшем льготный режим налогообложения ввели для запчастей, но на них цены выросли. То есть цена – это рыночная категория. С лекарствами я должен сказать, что тоже, наверное, та же самая ситуация, да, тоже растут. А не является ли это, Амра, каким-то определенным сговором, который как-то вы должны были бы, ваше ведомство или другие ведомства, пресекать? Нет, я не думаю, что здесь есть определенный сговор. Просто сама цена – это рыночная категория, которая формируется под... Мы все равно живем в условиях рынка, хотим мы или нет. И поэтому, почему я говорю, мне странно, что бизнес-сообщество, в общем-то, возмутилось в первую очередь. Потому что они-то знают, что цена-то формируется под воздействием спроса и предложения. То есть цену формируют бизнесмены, бизнес, по сути дела, то есть производители и импортеры, то есть, вот если проще конечно, потребитель. Проще, если говорить, это как бы такая отговорка, да, что подняли НДС для того, чтобы повысить цены. Вот так с бизнесменами происходит? Ну, я не думаю, что здесь тоже есть какая-то связь. Тогда почему цены-то все-таки подняли? Цены – это, в общем-то, еще раз, цена формируется под воздействием, да, многих факторов. Но нет, сговор, навряд ли здесь есть какой-то сговор. Они вообще, в принципе, выросли ведь. Мы находимся в рублевой зоне. Да, и эта цена, естественно, у нас более 90% составляет импорт, поэтому мы зависим от той цены, которая формируется по другую сторону нашей границы. Да, это верно. Ну, вот знаете, мы говорили об отмене экспортной пошлины, и в связи с этим мне очень интересно просто спросить у вас еще и о вопросе пошлины на вывоз орехов. Вот этот вопрос, он тоже как-то постоянно муссируется, так сказать, и в нашей студии тоже говорили, и многие сказали, что это тоже была такая не совсем удачная, если это можно так выразиться, акция.
Вот, и критикуется и оппозицией, и в том числе и бизнесменами тоже. Можно ли говорить, что вообще-то нет результатов, собственно говоря, и нет тех ожидаемых результатов? Но хотя пока, сезон да. еще не кончился, насколько я понимаю. Ну, вы знаете, в общем, да, я не знаю, сезон еще, наверное, не кончился, он еще будет там по прошлому году продолжаться до мая, да, реализация орехов. Ну, а потом начнется новый сезон, и тоже это придется на этот финансовый год. Так. Бюджет не связан никаким образом с сезоном вывоза там ореха, да, то есть бюджет формируется на финансовый год. Ореховый сезон, как его называют, он немного отличается от финансового года. Сопоставлялись цифры в недавнем вашем эфире, что в бюджете заложено более 200 миллионов, а поступило всего 25 миллионов. Но я хочу сказать, что 25 миллионов поступило в прошлом году. И пошлина на вывоз ореха была введена в 2015 году. В связи с вводом этой пошлины были внесены изменения в бюджет. И ожидаемые поступления, которые были заложены в бюджет 2015 года, составляли порядка 25 миллионов. И они были исполнены в полном объеме, это поступило в бюджет. Но какова будет собираемость вывозной пошлины на орех в 2016 году, покажет, когда этот год все-таки закончится. Ну, то есть, вы хотите сказать, результаты пока еще подводить? Пока рано говорить, безусловно, о результатах, потому что до окончания года есть в этом у нас еще... И понимание вот тех людей, которые занимаются орехом, оно какое-то есть того? Но я хочу сказать, что с конца года все-таки спад пошел по пошлине по ореху, то есть вывозиться стало меньше, чем в конце прошлого года вывозилось ореха. Но будем надеяться, что все-таки... Ну, я вот так краем уха иногда слышу, те, у кого есть орех, они все еще придерживают его. Ну, надеясь, возможно. Наверное, да, на какое-то повышение цены или какое-то более... какие-то более удобные условия для реализации ореха. Вот, наверное, это в ближайшем будущем как-то... Ну, это вопрос, который должен сложится. обсуждаться, безусловно, на правительстве. Я вот являюсь членом правительства, но сама по себе не могу, по сути дела, обсуждать и говорить, какие могут быть приняты решения. Но если изменений никаких не будет, в любом случае мы будем ждать окончания года и смотреть, выполнили мы в этой части бюджет или нет. Мы будем ждать 200 миллионов. Будем ждать. Вы знаете, в связи с этим тоже хотелось бы продолжить эту тему. В общем-то, вот когда идет разговор о тех реформах, и в том числе вот в экономике, но многие по-разному относятся к тому, что происходит у нас сейчас в стране. Некоторые считают, что те необходимые реформы, которые должны быть, они будут несколько болезненно восприниматься. Некоторые считают, что проводимые реформы, они иногда носят такой как бы ошибочный характер. Вот в связи с этим, знаете, я бы хотел у вас просто спросить вообще, как продвигается реформа. Вот сейчас можно начать пока с налоговой, ваша оценка вот, общая. На самом деле задачи такие поставлены перед правительством, создана рабочая группа, которая Какие задачи поставлены вообще? Задачи поставлены пересмотреть действующее налоговое законодательство и сократить количество налогов. Нужно, безусловно, назрела необходимость совершенствования действующего налогового законодательства, потому что оно уже давно не пересматривалось и, по сути дела, не совсем адекватно той действительности, которая сегодня существует. Очень, многие налоги уже, порядок налогообложения, который предусмотрен законами, просто устарел и не соответствует тем условиям, в которых мы сегодня с вами существуем. В первую очередь,
я еще раз говорю, была создана комиссия, обсуждаются налоги, в которые в первую очередь нужно вносить изменения. Вопросы стоят, нужно просто изменять, просто вносить изменения в законы, либо делать совершенно иные, новые законы вводить по тем или иным налогам. И, кроме того, еще стоит задача о том, какие налоги сохранять, да, оставлять, от каких налогов просто нужно отказаться. Сейчас в ближайшее время что готовится к принятию? Я вот скажу, в первую очередь мы начали с НДС, потому что это основной налог, который пополняет бюджет. Также в разработке находится внесение изменений в закон о налоге на прибыль. Свои предложения в том числе готовит и Министерство финансов. То, что касается доходов, которые получает бизнес, это и спецналог. Рабочая группа была создана, отработала, свои предложения внесла в правительство. Они в ближайшее время должны быть рассмотрены на правительство. Кроме того, Министерство финансов предложило патентную систему налогообложения для малого бизнеса, что значительно упростит порядок взимания налогов и сделает эту систему более прозрачной и удобной для самих налогоплательщиков. Также необходимо пересмотреть порядок налогообложения по налогу на имущество. Много стоит вопросов, потихонечку они решаются. А вот скажите мне, пожалуйста, а в чем суть реформы бюджетного учета, которую вы сейчас реализуете в настоящее время? Министерство финансов проводит, в общем-то, несколько реформ, и в этот процесс реформирования мы сразу были погружены в 2015 году, когда вступил в силу новый закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе. Вообще сам учет, порядок учета, который существует в Республике Абхазия, это касается и бухгалтерского учета, и бюджетного учета, они тоже давно уже требуют пересмотра, потому что также не соответствуют той реальности, в которой мы живем. И реформирование мы начали не с бухгалтерского учета, эта реформа нас тоже еще ожидает. Начали с себя, с бюджетного учета, то есть того учета, который ведут организации, находящиеся на обеспечении в государственном бюджете. Суть заключается в том, что вводится новый план счетов и новый порядок учета бухгалтерских операций. Да, это очень такая профессиональная уже тема. Главная задача, которая стоит перед нами, это повышение прозрачности финансовой системы и приведение бюджетного учета с международными стандартами. С 1 января 2016 года мы переходим на новый план счетов. Ведется большая работа в Министерстве финансов, разрабатываются нормативно-правовые акты, подготовлена огромная инструкция по переводу остатков. На 1 июля 2016 года проведен ряд семинаров с бюджетополучателями. И самое главное, на мой взгляд, что бюджетный учет будет автоматизирован, будут специальные программные продукты. Это очень важно, чтобы исключить. Вы говорили об открытости, о том, что как-то это все будет уже более современно, будет устраиваться. Наверное, здесь же можно и вспомнить о казначейской системе исполнения бюджета. Правда ли, что именно эта система, она позволит установить полный контроль за движением государственных денег? Но она, все предпосылки для этого существуют. Это как раз вопрос реформирования бюджетного процесса. Мы к этой реформе приступили еще в 2015 году. В Министерстве финансов создано управление казначейства, который уже сегодня ведет свою работу. В 2015 году был запущен пилотный проект, который, на мой взгляд, успешно работает и сегодня. Также с 1 июля 2016 года мы всех бюджетополучателей переводим на казначейское исполнение бюджета. То есть
Отныне это тоже будут автоматизированные процессы. Невозможно кому-либо бесконтрольно. Я вообще деньги, да? приведу пример. Сегодня у нас банковское исполнение бюджета, и бюджетополучатели представляют заявки в Министерство финансов, где фиксируют направление на расходование средств. Министерство финансов перечисляет эти денежные средства на банковские счета, открытые этим организациям. Но в результате проверки мы выявляем, что мы на одни направления послали деньги, а в конечном итоге они были использованы по другим направлениям. То есть, вот самые простые примеры. Ежемесячно мы финансируем наших бюджетополучателей на уплату электроэнергии и водоснабжения. А когда начинаем запрашивать расшифровки или выходим на проверку, фиксируем, что у них задолженность может тянуться за несколько месяцев или с прошлого года. То есть, по сути дела, это нецелевое использование денежных средств. Но проконтролировать сегодня в режиме онлайн это невозможно. А когда будет казначейская система исполнения бюджета, если там уже само казначейство будет проводить платеж. Поэтому, если в платеже указано за уплату электроэнергии, эти деньги отправятся только на уплату электроэнергии. Знаете, в связи с этим у меня вот такой вопрос интересный, он связан с этими резервными фондами. Вот недавно у нас была передача, мы сейчас часто вообще говорим как-то об экономике, это такая основополагающая тема стала в нашей жизни. Безопасность, слава богу, нам обеспечена. И вот в этой студии недавно один из представителей оппозиции говорил о том, что в 2015 году президент потратил свыше установленного лимита 73 миллиона рублей. Вот как вы прокомментируете эту ситуацию? Есть ли нарушение в данном случае бюджетного законодательства? А нарушений бюджетного законодательства нет, потому что в 2015 году резервный фонд президента, который по лимитам составляет 350 миллионов, был использован на 335 миллионов. То есть не полностью был освоен. Действительно, исполнение составляло 423 миллиона, но за счет средств 2015 года мы направили на расходы из резервного фонда президента 335 миллионов, а остальную разницу, 88 миллионов, это средства 2014 года, которые имели строго целевое назначение. Они были пополнены за счет средств Российской Федерации и предназначались для ликвидации последствий стихийного бедствия, которое произошло в августе 2014 года. Именно по этому направлению 88 миллионов мы профинансировали, и в качестве материальной помощи пострадавшим, порядка 750 пострадавших было, которым мы оказали материальную помощь. И кроме того, мы направили эти деньги на инфраструктуру, которая также пострадала в результате стихийного бедствия. Это дороги, мосты. Началось финансирование троллейбусной линии, которая была повреждена на маяке. В общем, перерасхода не было, и нарушения закона в этом смысле не было? Нет. Да. Но и вы знаете, это еще один вопрос, который прозвучал в эфире, это то, что если идет превышение доходной части бюджета, необходимо вносить изменения, иначе это является нарушением законодательства. Я хочу обратить внимание, что с 2015 года действует новый закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, который четко определяет, когда правительство вносит изменения в действующий закон о бюджете, в том числе и в доходной части. Если меняются показатели, которые явились основанием для расчета доходной части бюджета, в доходную часть бюджета должны вноситься изменения. Речь идет о том, если поменялись, допустим, индикативные показатели, на основании которых мы считали доходную часть бюджета, мы должны внести изменения в бюджет. Если поменялось налогооблагаемое порядок исчисления налогов, вводятся новые льготы или наоборот, какие-то дополнительные налоги, то это тоже является основанием для внесения изменений в бюджет.
Поэтому закон четко фиксирует, когда мы вносим изменения в бюджет. В случае, если перевыполняются плановые показатели, вносить изменения в бюджет надо только в том случае, если превышение доходной части является источником финансирования дополнительных расходов. Во всех остальных случаях внесение в бюджет не вносится. Вы знаете, я хочу на более простой теме тогда вернуться к ситуации с выплатами заработных плат и пенсий. Вот расскажите, пожалуйста, как наш бюджет справляется с теми повышенными обязательствами, которые взял на себя ваше ведомство, правительство в целом, и по социальным выплатам в том числе? А мы в 2016 году платим повышенную заработную плату учителям, врачам, то есть в социальной сфере. Также повышенную заработную плату мы платим государственным служащим, судьям. Кстати, там существенное повышение заработной платы произошло. Кроме того, дополнительными социальными гарантиями были обеспечены многодетные семьи и одинокие матеря. У нас задолженности нет, мы все в 2016 году это вы имеете оплачиваем. В виду социальные выплаты? Да. А вот, публичные обязательства, нормативно-публичные обязательства мы исполняем своевременно и в полном объеме. Да. Амра, а вот не все, по-моему, получили вот эту компенсацию 15%, которая была уже в прошлом году введена, но до сих пор существуют еще какие-то задолженности. Вот у нас, например, по телевидению существует. Да, и как это осуществляется? Какая-то схема предусмотрена, она будет реализовываться? Или мы от чего-то зависим? В 2015 вообще увеличение заработной платы произошло в 2015 году. Источником финансирования этого увеличения должны были стать средства Российской Федерации. Они в полном объеме нам не поступили, поэтому мы до конца исполнить свои обязательства по доплате к заработной плате не смогли. На сегодняшний день все еще остается задолженность, она практически ликвидирована в местных бюджетах по социальному блоку. У нас задолженность по врачам, учителям и по культуре осталась только за 3 месяца буквально. В этом месяце мы погасили еще задолженность за 3 месяца 2015 года. Планируем в ближайшее время также погасить остаток задолженности. И только потом перейдем к погашению задолженности тех бюджетополучателей, которые находятся на республиканском бюджете. То есть преимущество отдаются пока местным бюджетам. Сначала мы нашим районам потом помогаем, а потом уже всем тем, кто находится на республиканском бюджете, до конца года эти все обязательства будут закрыты. Да, вот вы знаете, как-то большей части наших телезрителей всегда интересуются, конечно, той динамикой, которая будет осуществляться в дальнейшем вот по росту собственной доходной части бюджета и, собственно говоря, росту и индексации заработной платы. Вот, и по этому поводу, насколько я информирован, и правительство, ваше ведомство в том числе, ответственно за то, что вот эти выплаты повышенных заработных плат и пенсий, они будут осуществляться. Вот скажите, пожалуйста, как главный финансист страны, мы сможем выполнить все намеченное? Мы сможем выполнить все намеченное, да. Если это касается... Мы сможем получить все намеченное. Однозначно, да. Если это касается нормативных публичных обязательств, мы, безусловно, ориентированы в первую очередь на их исполнение. У нас есть еще одна очень хорошая новость. Было принято постановлением правительства. Было постановление правительства о повышении пенсий гражданам Республики Абхазия, которые не получают пенсии других государств. И в ближайшее время эти выплаты пенсий начнутся. Причем там существенное повышение в 3 раза.
На этой замечательной ноте мы будем заканчивать. Так что есть оптимизм, и я так понимаю, что, конечно, этот разговор наш в студии, он не последний, касающийся нашего бюджета. И, наверное, будут и более острые какие-то моменты, в том числе и у оппозиции, и у власти есть некоторые такие разные представления. Может быть, как раз и случится такой конструктивный диалог, когда все те доводы и все те предположения о будущем нашем, доводы, я имею в виду критического характера, и предположения, я думаю, такого оптимистического характера, они как-то вместе соединятся за каким-то круглым столом и общим обсуждением вообще того, что представляет сегодня наше финансовое положение. Огромное спасибо вам. Спасибо. Мы на самом деле имеем с оптимизмом смотрим в будущее и делаем все, что от нас зависит, чтобы жить в цивилизованном государстве. Но очень важна гражданская позиция. Каждый из нас должен понимать, что каждый наш гражданин участвует в строительстве нашего суверенного, независимого государства, и каждый должен вносить в это свою лепту. Если нужно соблюдать правопорядок, то его нужно соблюдать. Если нужно платить налоги... Вы сейчас так меня обнадежили, так, понимаете, что я в вашу деятельность уже так подумал, можно и вмешаться вообще. Еще раз я напомню нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях был главный финансист, министр финансов Республики Абхазия Амра Коранзия. Еще раз вам большое спасибо за визит. Ждем вас в нашей студии. Спасибо, с удовольствием.